В приемной комиссии СГУ достаточно многолюдно, хотя основной поток абитуриентов еще только ожидается. Тем не менее, о своем желании обучаться в опорном вузе региона уже заявили более 200 человек. От них на самые разные факультеты подано свыше 500 заявлений. Всего же в этом году в университете принимают документы по более 40 направлениям первого уровня высшего образования. Это бакалавриат и специалитет, и столько же программ магистратуры. У нас традиционно популярностью пользуется специальность лечебное дело, юриспруденция, направление подготовки педагогического образования, это физическая культура, это начальное, дошкольное образование, ну и многие другие. То есть, в общем-то, почти что везде, так понемножку у нас заявления есть. Каждый год университет старается обновлять те программы, которые запущены, и открывает новые. Так, по педагогическому образованию бакалавриата в этом году впервые начат набор на художественное творчество и технологию, а по магистратуре на инноватику, цифровую экономику и социально-гуманитарные технологии. Впервые мы набираем на специалитет педиатрия. Выделено 20 мест из бюджета Республики Коми, то есть студенты будут обучаться бесплатно и со стипендией. Базовая стипендия в нашем университете в этом году больше и составляет 3100 рублей. Существенное отличие имеет то, что 100-бальники имеют стипендию 30 тысяч рублей. Те, у кого средний балл от 90 до 100 – 20 тысяч рублей. Стипендию в 10 тысяч получат те, у кого средний балл выше 70, а также те, кто выбирает педагогическое образование, конкретно родной язык и литературу. При этом в целом количество бюджетных мест в этом году в сравнении с прошлым чуть меньше. Особенно это касается магистратуры. А вот на бакалавриат, наоборот, больше шансов поступить на бюджет. Есть даже бесплатные места на экономику, а вот на дизайн таковых в этом году нет. Тем же, кто хочет получить специальность, связанную с госслужбой, так или иначе придется раскошелиться. Профильная столичная академия отныне принимает только по контракту. На каждое направление по 30 мест. Как традиционно, из года в год у нас производится набор на 7 направлений. Популярностью, как обычно, пользуется государственное муниципальное управление, как бакалавриат, так и магистратура, управление персоналом, юриспруденция. Особой популярностью в этом 2019 году стало пользоваться документоведение и архивоведение, ну и традиционно менеджмент, экономика и зарубежное регионоведение. Сокращение бюджетных мест, хоть и незначительное, в этом году и в Сыктывкарском лесном институте. Этот вуз имеет богатейшую историю и традиции, а его выпускники всегда в числе наиболее востребованных специалистов на рынке труда. Они бесспорно могут претендовать сегодня на те рабочие места, которые создаются в лесопромышленном комплексе региона. Я хотела бы подчеркнуть, что сейчас активно реализуются те инвестиционные приоритетные проекты. Таковых уже сегодня в республике действует 7, ну а предстоящие 2 года, 19 и 20, позволят еще начать реализацию еще 3 проектов. Общая сумма тех вложений, которые будут сделаны в отрасль, 22 миллиарда рублей. Это дает гарантию, что выпускники лесного могут претендовать по своей будущей профессии на трудоустройство в регионе. А еще в апреле институт прошел аккредитационную экспертизу и на 6 лет получил право выдавать дипломы государственного образца. Еще одна важная новость. В лесном разработали стимулирующую программу для абитуриентов, которые выбирают приоритетные для отрасли направления. Так студентам лесного дела будут выплачивать двойную стипендию. Предусмотрена и система стимулирования, скидки для контрактников и, конечно, предоставление общежитий для иногородних студентов. В Ухте, не знаю, у меня тут семья уже, дом, куда-то не хочется уезжать. А тем временем в Ухтинский государственный технический университет, включая его филиалы в Усинске и Воркуте, всего за 5 дней было подано более 3000 заявлений от абитуриентов. По традиции лидируют специальности нефтегазового профиля. Это вполне ожидаемо, ведь уровень образования в Ухтинском вузе не уступает столичным профильным университетам. Красноречивое доказательство тому – достижение выпускников. Если ты проявляешь свой характер, если ты не боишься трудностей, то значит тогда ты можешь достичь больших высот в этой профессии. Хочу сказать вам, как пример, что технический директор проекта Nord Stream 2, да, Северный поток, это 2, технический директор, это выпускник нашего университета, который сначала влился в эту компанию и достиг там вот таких высот. Впрочем, не только престижность нефтегазового дела влечет абитуриентов в Ухтинский вуз. Все больше популярностью пользуются специальности, к примеру, в сфере информационных технологий. При этом приемная кампания этого года для УГТУ ознаменовалась существенным приростом бюджетных мест. Их стало на 34 больше, чем в прошлом году. Причем после 2 лет отсутствия появились они и по направлению архитектура. Любовь Лапина, Виктория Науменко, Вячеслав Беспалов, Павел Лагутин, телеканал Юрган.